Данная дверь позволяет герметично фактически закрыть стерильную часть операционной и позволяет бесконтактно зайти в саму операционную. То есть доктор руками, намытыми, хирургическим способом, стерильными, может открыть данную дверь, зайти в операционную, не касаясь стерильной стороной рук. Это операционное отделение вспомогательных репродуктивных технологий Республиканского клинического перинатального центра уже обрела свои новые очертания. В рамках первого этапа капитального ремонта уже заменили всю электрику и вентиляцию. Сейчас идет выбор подрядчика для второго этапа. Обновления ждут лаборатория и криохранилище. В общей сложности на весь капитальный ремонт из республиканского бюджета выделили больше 10 миллионов рублей. Здесь же будет более простор для работы самих сотрудников, более комфортные условия, то есть среда, где будет работать сотрудник, будет более качественная, а это тоже во многом влияет на результаты нашей работы. Достигать качества будут и за счет нового оборудования. Именно от него и мастерства врачей зависит успех проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения. Первый ребенок из пробирки в коме появился в 2007-м. За это время технологии шагнули далеко вперед, и Республиканский клинический перинатальный центр старается не отставать. Мы ждем новый аппарат ЭКСИ, мы ждем новые микроскопы, в которых быстрее можно будет оценить качество яйцеклетки или дробление эмбриона. То есть это сокращает время взаимодействия эмбриолога с самим эмбрионом. Да? То есть в более комфортных условиях термостата эмбрион находится более длительное время. Для него это менее стрессово получается. То есть мы рассчитываем на то, что качество наших процедур еще улучшится. За последние 3 года в республике в результате ЭКО родилось больше 700 детей. Это почти 4% всех новорожденных. С прошлого года увеличили количество бесплатных циклов экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием. Цифра выросла до 500, а значит, выросли и шансы стать счастливыми родителями для сотен семей нашей республики. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.